Я, помимо того, что мы обучаем учителей работе с вот, цифровыми ресурсами, и не только с цифровыми ресурсами, сам я практикующий учитель. 2 года назад, как раз когда я у вас был первый раз, кажется, в октябре, закрылась моя школа, она была международной, во время очередной ссоры России и США. Вот, и у нас стал вопрос, а как же нам доучить детей в течение вот этого учебного года. Мы перепробовали много разных форматов. Вот. Сейчас я работаю в другой международной школе, так, чтобы не терять навык. Вот, 2 раза в неделю, там по 2 часа, по 2 урока веду. И опять настигла меня через 2 года та же самая ситуация, когда, значит, все уходим в онлайн. Но слава богу, что из предыдущего своего кризиса я вынес кое-какие выводы, вот и ими хочу поделиться. Сначала краткий план вебинара. Я хотел поделиться с вами в начале сейчас некой жизнеутверждающей метафорой, что карантин все-таки нам кое-что и дает. Ну, карантин, вот этот кризис, пандемия, как мы его не будем называть, вот это нынешняя наша ситуация. Дальше я хотел поделиться такими общими соображениями о том, как нужно, с моей точки зрения, или можно организовать дистанционное обучение. Предложу вам форматы. С моей точки зрения, есть смысл обсуждать только 2 основных формата, ну а дальше уже их можно адаптировать под ваши условия. Поделюсь возможными инструментами, хотя я думаю, что это сейчас вам присылают в большом количестве, по крайней мере в России, там каждый день учителям присылают какую-то очередную толстую пачку советов. Вот, с этим вопросов нет. Вопрос, как мне в принципе представить, как должен выглядеть вот этот мой курс в моих нынешних условиях, что мне делать с детьми. И хотел бы поделиться в конце еще несколькими такими практическими советами, которые как раз в этих толстых пачках рекомендаций часто забывают, а их очень важно и полезно иметь в виду. Итак, вот на экране сейчас появилось 2 китайских иероглифа. Я не знаю, вы, конечно, гораздо ближе к Китаю, может быть, кто-то из вас и читает по-китайски, но если нет, как вы думаете, вы можете написать в чате, что значат эти 2 иероглифа. Я открою чат. Сейчас узнаю, как это сделать. И попробую увидеть. Вот в свое время, наверное, во время Карибского кризиса, президент Кеннеди произнес такую фразу, вдохновляющую, что в китайском языке слово «кризис» пишется 2 иероглифами. Вот я их тут нашел. Первая означает опасность, а вторая означает возможность. То есть он пытался сказать, что да, есть кризис, это сложно и тяжело, но любой кризис дает нам кое-какие возможности. И вот мне это понравилась очень метафора. Я хотел в этом ракурсе тоже с вами немножко об этом поговорить. Какие увидим, и вот эти все недостатки и сложности мы и так все хорошо понимаем. Мне кажется, важно посмотреть на это немножко с другой стороны и увидеть, а какие возможности мы сейчас в связи с этим получаем. Но эта метафора, она имеет еще тройное дно. То есть, во-первых, это красивый образ, кризис – это еще и возможность. Во-вторых, вот я преподаватель естественных наук, преимущественно биологии. Ученый должен быть всегда критически настроен. Я пошел искать, действительно ли это так в китайском языке. Оказалось, что это не так. Второй иероглиф не значит слово «возможность». Президент Кеннеди либо приврал, либо что-то напутал. Поэтому второй вывод – всегда проверяйте ваши интернет-источники, даже если они адресованы, атрибутированы к какому-то известному человеку. Когда мы имеем дело с интернет, доверять можно только очень серьезным проверенным источникам. Но у этой метафоры есть еще одно дно. Она так часто используется вот, во всех языках, что теперь и многие сами китайцы считают, что вот этот второй иероглиф означает возможность. Это, то есть обратно эта ошибка вошла в китайский язык. С моей точки зрения, что это нам говорит? Еще и то, что если мы что-то часто повторяем с глубоким убеждением и верой, это становится реальностью. Сейчас я попытаюсь перейти к другому слайду, что-то у меня... Это все понял. Подумаем, какие возможности нам дает вот этот наш нынешний кризис. Дети могут научиться работать самостоятельно, им ничего другого не остается. С моей точки зрения, это очень хорошо. Вот сейчас, когда эта волна дистанционного обучения накрыла школы в России, первая проблема, с которой сталкиваются учителя, дети не привыкли работать самостоятельно. Мы далеко не часто даем им такую возможность, мы даем им работу, но работа в одиночестве – это не всегда самостоятельная работа. Дети
оказалось, что не сильно привыкли это делать. Дальше, вторая роскошная возможность, которая появляется у наших детей, мы можем дать им возможность работать в своем темпе. Ну, мы знаем, что, например, я в частности, по утрам соображаю гораздо хуже, чем вечером. Возможно, что некоторые дети тоже, кто-то наоборот. Если мы дадим детям, об этом я еще буду говорить, какой-то объем работы, которым он сам может управлять, они могут работать в своем темпе. Кто сказал, что какую-то работу надо выполнить ровно в 12 дня? Ничего плохого не произойдет для обучения ребенка, если он выполнит эту работу в 2, но с душой и с большим для себя результатом. Вот работа в дистанте как раз дает ребенку возможность управлять своим временем. А это сейчас единственная валюта, которая есть у этих детей. У них нет своих денег, естественно, у них нет возможности очень сильно участвовать в принятии решений относительно своего обучения. Ну, научим детей хотя бы распоряжаться своим временем. Это тоже хорошая возможность. Дальше есть и возможности и для нас. Многие из нас где-то на семинарах или от коллег мы всегда слышим, что ой, вот есть такой замечательный инструмент, вот я его использую, и это дает очень хорошие результаты. Мы где-то записываем это себе в блокнотике или ставим такую галочку в голове. Да, хорошо бы это сделать, но у меня и так много работы. Все, наверное, вы из вас в такой ситуации бывали не раз. И вот сейчас нам ничего не остается, как вспомнить, а что же это были за инструменты, и начать такие учиться. И нам придется каким-то образом поработать со своими учебными материалами. Вы сейчас это делаете. Как представить их ребенку? В печатном ли виде, в электронном ли виде? Сканировать ли нам то, что у нас есть на бумаге? Набирать ли заново? Вирус пройдет, а эти материалы останутся с вами. И эти материалы потом можно будет использовать в самых разных форматах, в том числе и на уроке, и в классе, и для отстающих детей. А вот подошла моя замечательная супруга Наталья Корякина. Наталья, ты с каким сейчас регионом работаешь? Сейчас у меня Башкортостан, коллеги из Уфы, практически 600 человек. Вот моя коллега сейчас продолжает работать, а я прибежала вас поприветствовать. И очень, что мы с вами тоже как-то поработаем еще и не один раз. Коллеги, все находятся в такой же ситуации, как и вы, поверьте. Вот сейчас почти 1000 учителей в эфире со мной, и мы разбираемся, как нам сейчас строить наш образовательный процесс. Поэтому я желаю вам удачи, все у нас получится, потому что жизнь нас к этому подвела, надо будет собираться, дисциплинироваться и работать. Спасибо вам, удачи, успехов, всего доброго. Спасибо, спасибо, Наталья. Еще одним соображением хочу поделиться, коллеги. Дело в том, что вот сейчас, когда вот Наталья в большей степени ведет вебинары, на них иногда заходит до 1500 учителей, как правило, из одного региона, и в чате идет поток эмоций, естественно, обмен какими-то мнениями и комментариями, и очень часто возникает вот такой вот рефрен. Ну вот зачем мне это все надо, я вообще-то учитель биологии, я же не учитель информатики, а представляете, теперь мне это все осваивать. А мне это не сильно-то интересно, я не сильно-то это все умею. Или там, ой, какой вы используете сложный язык. Вот мы тоже учителя старой закалки с Натальей, и вот эти все новомодные термины, нам надо заонбордить детей, вот выдать им логин и т.д. и т.п. Просто вот приходится осваивать новую терминологию. И многим коллегам это тоже неприятно. И вот если собрать это все вместе, я подумал, ой, да это же ровно то, что, в принципе, испытывают многие наши ученики. Многие из них не сильно-то мотивированы на наш предмет, ну, на конкретный. Очень часто им приходится осваивать огромный словарь, связанный с нашим предметом. Для них это все ново, они не чувствуют себя комфортно. Поэтому вот еще одна возможность, которая у нас появляется в связи с этим кризисом, это вот почувствовать себя, что называется, в шкуре ученика. И у меня была такая ситуация, когда я обещал давно Наталье ходить на уроки сальсы, учиться танцам. И вот за это время... Ага, надо выключить микрофон. И за 5 лет я прошел много разных курсов повышения квалификации, но вот эти уроки сальсы для меня были в педагогическом плане самые важные, потому что я почувствовал себя учеником, который не сильно успешен вот в этом предмете. Ну, когда мы сидим на лекциях, там повышение квалификации, лектор что-то рассказывает, мы что-то записываем, это не ситуация, где нам некомфортно, как правило. А тут я должен освоить что-то несвойственное мне, это никакая не биология, не химия. И вот я как учитель все время анализировал, а, наверное, мои дети чувствуют себя точно так же. Наверное, если учитель 2 раза сказал это просто, мне проще не стало. И как только он начал проявлять какое-то раздражение, что я это на 5-й раз не могу освоить, я тут же ушел в себя.
И вот я с тех пор, мои отношения с детьми очень сильно изменились. Поэтому вот в этой всей ситуации мы тоже выступаем в роли учеников, которым не все комфортно, которым нужно освоить какой-то словарь, которым нужно освоить какие-то инструменты, которые, может быть, нам не так и интересны. Ну вот рефлексируйте хотя бы с этой точки зрения. И по крайней мере, это навсегда останется с нами. Вот то, что мы смогли освежить, ощущения, которые испытывает учащийся. Сейчас я попробую. Ну вот, теперь перейдем, это было такое длинное вступление. Какими соображениями я бы хотел с вами поделиться, и дальше следующие позиции, которые я буду представлять, будут основываться на этих положениях. Нет смысла переносить в дистанционное обучение классно-урочную систему с фронтальным обучением. Может быть, в вашей стране это менее актуально, но у нас очень многие школы попытались сохранить традиционное расписание и выводить учителей в эфир на 40 минут, вот как я сейчас вещаю. Вот дети подключаются, как, собственно, сейчас подключились вы, и они слушают урок. Мы знаем, что эта форма не так эффективна и в стенах школы, она еще менее эффективна, когда мы ее переносим вот в этот вот онлайн дистанционное обучение. Дети дома, у них полно соблазнов, они сидят у компьютера или у телефона, им гораздо интереснее зайти и там во что-то поиграть, им сложнее настроиться на работу. Эта система не очень хорошо работает. Нам нужно подумать, как эту систему переделать, а не пытаться копировать вот именно наше старое расписание просто в эфире. В дистанционном обучении класс становится еще более разнородным. У нас редко бывает такое, что учащиеся все одинаково хороши. Мы знаем, что в классе есть дети с разной мотивацией, с разной успеваемостью, с разной скоростью обучения. И мы знаем с опытом, как на это реагировать так или иначе. Если у нас кто-то постоянно отвлекается, мы там подойдем к этому ребенку лишний раз, потрогаем его за плечо, посмотрим на него, если уже чувствуем, что он либо отвлекся, либо начинает, значит, кого-то еще подначивать. У нас есть такие инструменты. Мы, в принципе, можем очень быстро дать какое-то задание быстрому ученику, быстро переговорить с кем-то, кому еще нужно время и так далее. Вот в дистанционном обучении эта разнородность становится еще больше, потому что часто ее природа — это способность сфокусироваться на какой-то задаче и мотивация. Это тоже важно иметь в виду, в том плане, когда мы организуем обучение, как минимум мы должны подумать, а как будут учиться те ученики, которые менее мотивированы или которым нужно больше времени. Спектр расширяется, когда мы имеем дело с классом в дистанте. Внимание онлайн удержать сложнее. Вот сейчас я говорю, и я думаю, что многие из вас уже начали подумывать о чем-то происходящем вокруг. Ну, самый очевидный из этого вывод: не делайте 45-минутных уроков, если у вас будет возможность или необходимость все-таки выходить в эфир со своими учениками, то полезнее делать уроки гораздо короче и дальше просить детей работать самостоятельно. Вот у меня уроки по 50 минут, из них где-то 20 я общаюсь с детьми впрямую, как сейчас с вами. Под конец этого 20-минутного периода показываю им онлайн список задач, которые им нужно выполнить, даю комментарии, потом отключаю свою камеру, и дети работают самостоятельно. Я нахожусь в эфире, если что, они могут меня спросить, но это, в общем-то, и не настолько необходимо. Еще одна вещь, которую тоже важно помнить: дистанционное обучение не делает неэффективные формы эффективнее. То есть вот мы даем рисовать детям какой-нибудь плакат, это создает рабочие места, что называется, они будут заняты, скорее всего, даже вся семья, но что из этого дети вынесут в результате? Вот это была неэффективная форма в стенах школы или как домашнее задание, она не стала эффективнее, когда мы занимаем этим заданием детей. И если вы работаете в прямом эфире, вот еще такое распространенное ощущение, что вы говорите в пустоту. Даже если вы просите детей что-то сказать, есть некое время реакции, когда они подумают, потом что-то напечатают, многие печатают очень медленно, и у вас ощущение, что «ой, я потерял класс». Вот с этим тоже надо научиться жить. И, например, просить детей периодически ставить плюсики в чате, если они присутствуют, если им что-то понятно, непонятно. Ну вот, это важно и детям, чтобы держать их вовлеченными, но и вам, потому что вы чувствуете, что вы действительно общаетесь с живой аудиторией, а не говорите в свой компьютерный экран. Этапы подготовки к дистанционному обучению. Я понимаю, что я сейчас многое говорю преимущественно про цифровые решения. Я подозреваю, что у многих из вас
возможно, нет доступа к каким-то готовым платформам, а у детей может не быть, там, например, дома компьютера. Мы посмотрим, как это можно решить с минимальным доступом к интернету и без вещания в прямом эфире онлайн. Но, тем не менее, какое бы дистанционное обучение мы ни планировали, нам нужно сначала определиться с результатами. То есть вот в живом общении в стенах школы, в моем классе, я это хорошо и так чувствую, я могу себе позволить, что называется, не только работать на конкретные стандарты и базовые единицы содержания, я могу снабдить это все примерами, я могу вывернуть ситуацию, если вот вдруг подвернулась какая-то интересная ситуация педагогическая, я могу это гибко использовать. Когда мы планируем дистанционное обучение, нам надо четко понять, тем более оно новое и для учителей, и для большинства детей, что вот самое необходимое, чему я должен детей научить. Вот там 2 недели или 3 недели дети будут сидеть дома, что за эти 3 недели они должны были бы усвоить, если бы они ходили в школу. Вот самое святое, то, что будет на экзамене, или то, что вы считаете совершенно необходимым, вот сущностью этой темы или раздела. И дальше мы можем вокруг построить такие круги. Вот это абсолютно важное и святое. Вокруг этого я и построю свою программу дистанционного обучения. Вот это важно, но это все-таки вторично. И дальше полезно, но если что, вот на этом я фокусироваться не буду. Это можно опустить. Нам самим нужно четко понять, вот где вот эти вот результаты. Я бы хотел сказать, что, кроме того, результаты — это ведь не только вот усвоение знаний и умений. Почему бы нам не попробовать позволить себе что-то большее? Вот произошел кризис, в том числе в образовании, к нему никто особо не готов. Понятно, что нам сделают, администрация, скорее всего, сделает нам какие-то скидки. Нам не будут постоянно пенять, а что это вот у вас дети не усвоили, вот все, что они обязаны были сделать по программе. Потому что тут вы тоже можете сказать в ответ, а что вы сделали, чтобы мне помочь. Вы снабдили меня ресурсами, вы обучали меня хотя бы на курсах повышения квалификации, как построить дистанционное обучение. То есть здесь обоим сторонам будет что сказать. Поэтому понятно, что вот эти требования, они будут смягчены, и отчасти на это будут смотреть сквозь пальцев. Ну, в частности, вот в России у нас отменили кое-какие экзамены. Я знаю, что в США, я просто готовлю детей еще там, онлайн тоже к американским экзаменам, там из 3-часовых экзаменов сделали 45-минутные экзамены. То есть везде идут какие-то, ну, не послабления, а модификации. Поэтому, может быть, мы сейчас, именно во время этого кризиса, можем себе позволить сфокусироваться на чем-то, до чего у нас никогда не доходили руки. Но не потому, что это такая вот вишенки на торте. Это важно, просто мы всегда увлекаемся именно своим предметом и в школе, естественно, работаем по накатанной. Может быть, нам попробовать сделать больший упор на учебную самостоятельность, помочь детям работать самостоятельнее. Может быть, если мы преподаем естественные науки, дать детям какое-нибудь такое вдумчивое, медленное исследование. Пусть он какое-то время, которое вы отвели на свой предмет, вот в дистанционном обучении, работает над каким-то исследованием, и вы периодически смотрите, что он записал, какие данные он собрал, как он их обработал. Ведь это все тоже отчасти инвестиция. Это будут более умные, более вдумчивые дети, им потом будет и самостоятельные, и потом будет легче нагнать какой-то материал, если он действительно нужен. Может быть, мы можем помочь детям развивать какие-то гибкие навыки и общие компетенции. Уйдем от традиционных заданий, которые мы планировали на вот, ближайшее время. Может быть, мы дадим им другое какое-то задание, более длинное, но которое ребенку, именно этому конкретному ребенку нужно. То есть вот к чему я это все говорю. Может быть, нам есть смысл немножко сместить приоритеты с вот этих вот традиционных знаний и умений на какие-то более крупные вещи, которые уместно и удобно развивать сейчас в условиях дистанционного обучения. Я могу потом привести конкретные вот примеры, какого рода задания я давал своим детям. Итак, мы определились, у нас есть самые важные результаты, к которым мне абсолютно необходимо подвести детей. У нас есть вторичные результаты, если дети освоили вот, базовые вот эти знания и умения. Дальше есть какой-то следующий слой, который, если мы успеваем, если у нас есть время, и дети действительно работают в том темпе, который мы предполагали, мы дадим им еще один этих слой знаний и умений. Следующее, что нам нужно представить, а какой будет маршрут. Вот здесь я большой сторонник того подхода, при котором детям в онлайн-обучении или когда на бумажных носителях
мы представляем детям сразу весь маршрут на какой-то продолжительный срок. Предположим, у нас идет тема в течение 2 недель. Я стараюсь дать детям расписание на все 2 недели. Вот каждый день, что мы будем делать. Не скармливать им порционно вот эти вот задания, чтобы там они ждали. Так, сегодня вот во вторник я вам прислал набор заданий. Там ближе к четвергу я пришлю вам следующий набор заданий. Покажем детям все, что им потребуется сделать и освоить. Что это дает? Это дает возможность детям убежать вперед. Это возможность детям, которые отстали, увидеть, что там проходили. Вот у нас, например, некоторые родители забирают детей на дачу куда-нибудь подальше от города, там и воздух чище, и, понятно, риск заразиться меньше. Вот. Но там проблемы с интернетом, и, естественно, возникает вопрос, когда ребенок возвращается в этот класс онлайн, он что-то пропустил, конечно, он там что-то узнает у детей, но мы знаем, как это обычно они хорошо делают. Когда мы даем детям сразу весь маршрут, там расписание, список заданий, там по-разному это можно представить, эти проблемы снимаются хотя бы отчасти. И еще очень важно это с детьми в том числе и проговорить. То есть не просто я вам тут заслал документ в письменном или печатном виде, вот работайте, но как-то убедиться, что дети его прочитали, и они понимают, что нужно сделать. Или хотя бы о чем этот документ. Я это обсуждаю со своими детьми вот в прямом эфире во время наших встреч. Некоторые коллеги там делают какие-то созвоны или еще используют социальные сети для этого. Есть какие варианты организации дистанционного обучения? Один – это без встреч в реальном времени, то есть дети видят цели, за 2 недели ты должен прийти вот к таким-то результатам. Выглядеть это должно вот так. Например, ты должен сдать мне отчет по тому исследованию, допустим, там скорость роста гороха или там рост овса в горшочке, где почва была засолена немножко, и с обычной почвой, это через 2 недели. Или ты должен освоить тему фотосинтез. Как я узнаю, что ты освоил эту тему? Ты напишешь мне короткий рассказ, разметишь какую-то диаграмму со структурами фотосинтеза. Ну, вы понимаете, то есть, чтобы ребенок четко понял, к чему ему надо прийти. И дальше рекомендуемый маршрут, то есть систему заданий и систему действий, которые ему нужно выполнить. Если у детей сформирована учебная самостоятельность в той или иной степени, они могут это делать. Это не отменяет того, что вы не будете присутствовать в их академической жизни. То есть вот не то, что вы им дали этот маршрут или там учебный модуль, и все, и исчезли, и там через 2 недели вернусь проверять. Конечно, нет. Вы договариваетесь, как вы будете их консультировать, но вы в меньшей степени используете вот обучение вот онлайн, в прямом эфире. Вот альтернативный вариант этому – это имитация школы. То есть у нас есть расписание, учителя выходят в эфир и рассказывают детям все, что они могли бы, в принципе, прочитать. Есть и смешанный подход, который, наверное, более уместен. То есть мы даем детям возможность видеть все задания, работать индивидуально, но параллельно идут какие-то совместные сессии. Другой вопрос, на что мы тратим это время в эфире с детьми. Вот здесь это слайд не для того, чтобы мы сейчас его читали, это больше, если вы захотите еще вернуться к этой презентации, здесь вот есть это резюме. Как выглядят 2 варианта. То есть один вариант, у нас есть регулярные уроки в эфире, другой вариант – это больше упор на самостоятельную работу с маршрутом по теме. Сейчас, одну секундочку, я, пожалуй, вот это вот пропущу слайд. Я вот хотел показать, как я это делаю своим детям. Я работал в англо-американской школе без какой-либо такой особой платформы. Вот, то есть мы использовали те инструменты, которые нам казались полезными. Вот каждому ребенку, здесь я перевел на русский, а ниже, к сожалению, уже более свежий материал на русский не переведен. Есть некий образ результата по теме генетика. Это его только часть. То есть вот чему я должен научиться для того, чтобы, например, работать на уровне стандарта. Вот тут написано. Я могу спрогнозировать фенотипы потомства, в общем, решать какой-то класс генетических задач. Таким образом, вот когда ребенок видит такие таблицы, язык вот государственного стандарта или какого-либо стандарта там школы переводится на тот язык, а как это выглядит в моей работе, что я должен уметь сделать, что я должен показать. Это очень важно, когда мы организуем дистанционное обучение.
какие-то ориентиры, которые видит ребенок, и если родители захотят помочь, в том числе и к этому могут обратиться родители. Дальше к этим спрогнозированным результатам мы можем сделать файл со ссылками. Вот здесь просто и номера задачи страниц ниже представлены. Если вы хотите работать вот на таком-то уровне, на стандартном, вам нужно научиться решать, проделать вот эти 3 задачи и убедиться, что вы их делаете самостоятельно. То есть мы видим, что у нас есть результаты, представленные ребенку, и мы видим задания, которые помогут ему этого результата достичь. В принципе, если у вас вообще очень сложно работать через интернет, это можно напечатать, привязать эти задания к учебнику, напечатать там какие-то вопросы и детям раздать. Вот это мое расписание на какой-то прошлой или позапрошлой неделе. Вот то, что я даю своим детям вот в Международной школе Брукс вот в Москве. То есть какой вопрос мы собираемся разбирать, что мы собираемся сделать вместе. Вы видите, что на всякий случай я поставил сюда видео. Если ребенок пропустил это мое занятие, в принципе, ничего страшного. Моя школа требует, чтобы я отмечал, кто посетил этот, типа вебинара, получается, там посещаемость отмечал, но в целом мне это не так важно. Мне важно, чтобы ребенок смог достичь конкретного образовательного результата. Если ребенок самостоятельно пошел и посмотрел видео, которое дублирует мой рассказ, и потом сделал мне ровно то же задание, которое дети сделали после того, как послушали меня, ну и слава богу. И мне это даже больше радует, что ребенок работает самостоятельно и сам принимает решение. Идти ему на мой урок, не идти ему на мой урок. Он видит, что важен результат, а не просто пассивное участие в каких-то вот там лекциях или уроках. Для этого я ставлю сюда видео. На YouTube, по крайней мере, ну, на русском языке и на английском существует практически вся школьная программа. Существуют ролики, где там примерно такой же учитель, как я, рассказывает примерно те же самые темы. Нам важно просмотреть эти видео, конечно, убедиться, что они не слишком сложным языком, не слишком простым, и выбрать хорошее, и дать ребенку уже на это ссылку. И он с удовольствием это посмотрит, пусть это даже в это время он, там, не знаю, помогает маме чистить картошку. Мы ориентируем ребенка на результат. Дальше есть здесь раздел с индивидуальной работой. То есть, что ты сделаешь после того, как я перестану вещать в эфире. И обычно я даю чуть больше времени. То есть, если это работа в классе на 20 минут, я не прошу, чтобы они ее прямо через 20 минут мне сдали. Вот. Но я это с ними все проговариваю. Я объясняю, что, дети, я знаю, что вы будете работать в своем темпе. Я, в принципе, не против, если вы перераспределите свое время, вы должны учиться распределять свое время и выполнить эту работу чуть позже. Мне важно, чтобы она была сделана с хорошим качеством. Для этого я даю им критерии качества. И мне важно, чтобы она не была сделана слишком поздно. И мы договариваемся, когда они готовы эту работу сдать. Но обычно я не даю больше 2-3 дней, потому что там они все равно будут уже откладывать в долгий ящик. Есть ли какие-то вопросы или комментарии? Сейчас зайду в чат по этой части. Если хотите, напишите, пожалуйста, в чат, какие у вас вопросы или реакции возникают вот по этой части моей презентации. Вот как раз возникает та самая пауза, возможно, сейчас кто-нибудь что-нибудь пишет, но я, естественно, этого не вижу, и обычно ведущий начинает суетиться, ой, никому ничего не интересно, вопросов нет. Нет, Павел, тут на самом деле есть вопросы по поводу, по поводу того, какими платформами вы пользуетесь при проведении занятий в Zoom. Ограничение это мешает проведению занятий, прерывает через 40 минут, например. Да? Вот этот вопрос у нас пришел. Отлично, тогда я, с вашего позволения, перейду к своему следующему слайду, он как раз про это. Вот, итак, я резюмирую. Есть 2 варианта, которые, в принципе, могут накладываться друг на друга. Один вариант, когда мы ребенку даем систему ресурсов для преимущественно самостоятельной работы, и тогда наши встречи в эфире – это обсуждение сложных моментов, может быть, индивидуальной консультации детям. Мне кажется, это гораздо более правильная трата нашего времени, чем пересказ, например, учебника. Второй вариант – это именно более-менее традиционные уроки в эфире, со всеми там сложностями, как, например, ограничения в Zoom. Чтобы организовать вот такое весьма полноценное, эффективное, не сильно уступающее, может, в чем-то точно превосходящее
обучению в стенах школы, вот образования, нам нужно, с моей точки зрения, минимум 3 типа ресурсов. Один – это нечто наподобие электронного дневника. То есть там, где вы размещаете задания, размещаете сроки их выполнения, где у вас есть список детей и где так или иначе вы показываете результаты. То есть 2, 3, 4, 5, был, не был, сдал, не сдал. Это разного рода электронные дневники. Там же мы можем разместить, как правило, мы можем разместить всю систему заданий, которые дети увидят. Хотя, опять же, я для этого Google таблицами пользовался, даже не таблицами, а Google документами, и, в общем, без особых проблем. Самым таким простым, демократичным, доступным ресурсом является Google Classroom, Google Class. Вот он очень простой, и в этом его прелесть. Там есть список, там есть задания, там есть возможность разместить объявления. Если у вас есть возможность, если вы еще ничего такого не выбрали, то это очень неплохой ресурс. Я им долгое время пользовался. То есть один тип ресурсов – это подобие там, дневника, где идет какая-то фиксация заданий, сроков выполнения и ваша обратная связь в виде оценки и комментариев. Второй тип ресурса, который обычно нужен, чтобы организовать дистанционное обучение, это какие-то ресурсы общения вот в реальном времени, в прямом эфире, когда вы собрали класс. Это тоже важно. Это, с моей точки зрения, менее важно, чтобы мы пересказали какой-то простой учебный материал. Ну, посмотрят дети на эту тему видео, оно ничем не хуже. Иногда гораздо лучше, потому что там какие-то картинки, кусочки из фильмов и прочее. Им будет интереснее посмотреть такое видео, там, как Колумб поплыл в Америку, чем слушать наш рассказ, даже если мы там на доске будем рисовать пунктиром, значит, вот его перемещение. Наше время скорее нужно, чтобы поддерживать боевой дух класса, чтобы дети чувствовали, что они в коллективе, чтобы мы лишний раз им напомнили, что задание надо сдавать вовремя, чтобы мы как-то какую-то проповедь произнесли. Для этого действительно нужны ресурсы общения в реальном времени. Помимо Zoom есть еще Google Meet. Вот моя школа пользуется этим Google Meet. Это вот вся совокупность ресурсов, которые Google предлагает. Он ничем не хуже. Я, честно говоря, не знаю про ограничения, потому что, ну, это решила моя школа. Но, в общем, там это можно исследовать. Вот. Есть еще Skype, конечно, он меньше удобен для большого количества людей. И здесь у меня написано вебинары через ШЦП, это я не удалил, это была презентация для тех, кто на нашей школьной цифровой платформе, которую мы сейчас делаем. Она, к сожалению, не открыта, а подключается решением на уровне региона России. Вот. Я очень надеюсь, что когда-нибудь, может быть, она придет к вам и будет там полезна. Итак, второй тип ресурсов – это вот ресурсы общения в реальном времени. Я бы их сократил. Опять же, в Zoom есть ограничение 40 минут, ну и слава богу, если нас ограничивают, что мы не будем вещать все 40 минут. Дадим детям возможность поработать самостоятельно. Можно, например, поговорить 15 минут, представить материал, разобрать. Понятно, что детям важно проговаривать какую-то логику, не просто рассказ про как Колумб куда-то плыл. Если нужно объяснить ход решения задачи, если нужно показать, как вы анализируете учебный текст какой-то там книги, например, это более важно. Но на это нам хватит 15-20 минут, за это время мы все равно потеряем внимание детей, и за это время их краткосрочная память уже забьется какими-то там понятиями и терминами, которые мы им даем. Поэтому больше 20 минут на самом-то деле не нужно. Дальше мы им дали индивидуальное задание. Я сейчас говорю про тот вариант, когда все-таки это все организовано по расписанию в прямом эфире. И потом, если мы хотим, мы можем попросить их вернуться на последние 5 минут. Для того, чтобы это проверить, чтобы было какое-то у детей ощущение ответственности, что учитель все-таки сейчас к этому вернется, может быть, он меня конкретно спросит, ну, как это обычно бывает в классе. И таким образом получается, что, в общем-то, нам нужно 25 минут этого эфирного времени. Ну и нужно ли оно нам всегда и вообще, я тоже вот здесь оставляю этот вопрос открытым. Итак, третий тип ресурсов. У нас есть какой-то электронный дневник, где вся фиксация идет, в том числе это видят родители, это нам тоже важно. У нас есть инструменты общения в реальном времени, вот там есть список. И какие-то еще ресурсы, которые обеспечат взаимодействие детей. Один из крупных таких недостатков дистанционного обучения, если оно неправильно организовано или в спешке, состоит в том, что это, как правило, индивидуальная работа. Либо все слушают учителя, и они каждый в это время в одиночестве, либо каждый работает по заданию учителя. Но мы понимаем, что образование – это не только поглощение знаний, ведь это и общение, и коммуникация, это и обмен какими-то идеями. Мы очень часто это на уроках делаем. И вот здесь нам нужно тоже подумать, какие инструменты позволят детям работать вместе. Они сидят в своих домах, но вместе работают над чем-то, над каким-то учебным продуктом.
И самое простое, что здесь есть, и оно абсолютно бесплатно, это вот опять же ресурсы Google. Например, Google документы, вы создаете файл, он похож на файл Word, вот где создается текст, но в них можно организовать совместный доступ через электронную почту. То есть параллельно над этим документом может работать большое количество людей. В реалиях лучше не делать такое задание на больше 3 учеников, потому что они начинают играть, маяться дурью, это, в общем, логично и естественно. Вот. Но если это 3, там, например, 4 человека, они могут вместе сидеть и создавать какой-то текст, вместе писать сочинение, вместе писать отчет лабораторной работе, вместе закидывать данные. Там дома каждый что-то исследует, измеряет, в общую таблицу с совместным доступом они загружают данные и потом могут их обрабатывать. Есть аналог Microsoft Teams, вот этот Word и PowerPoint, там есть возможность как-то тоже делать совместный доступ. Мне это показалось немного сложнее, поэтому я этим не пользуюсь. Я всегда пользуюсь вот этими ресурсами Google. Есть еще специализированные инструменты, где дети могут вместе делать электронный плакат, где дети вместе могут делать карту понятий, или вот она еще называется диаграмма кластера. Знаете, вот в центре самое важное понятие, потом какие-то родственные, которые от нее отходят, потом они ветвятся. Это тоже можно делать электронно и еще и совместно. Вот если у нас есть 3 этих типа ресурсов, где идет фиксация результатов и выдача заданий, где ресурсы, через которые дети могут общаться и с вами, и ресурсы, где дети могут взаимодействовать, мы можем выстроить очень качественное дистанционное обучение. Собственно говоря, вот я это делал в течение нескольких месяцев, пока там не переоткрылась моя предыдущая школа в Петербурге. И в целом дети поступили куда хотели. Конечно, для выпускников это самая трагедия и больше всего нервов. Вот. Ну, в общем, с моей точки зрения, это все получается. Если вы все-таки решаете, что у вас есть возможности и желания, или иногда настаивают родители на этом, что все-таки пусть дети сядут перед компьютером и послушают учителя. Попробуйте модель «Перевернутый класс». В традиционном классе мы рассказываем какой-то материал и домой даем задание на отработку этого материала. В так называемом перевернутом классе простой материал идет домой, ты должен прочитать этот параграф. Во многих учебниках, во многих предметах мы передаем довольно простую информацию. Пусть ее ребенок прочитает дома, а в классе мы разберем как раз сложные моменты. Учитель будет меньше говорить, но он будет больше доступен детям для помощи в заданиях. В классе дети приходят работать над какими-то заданиями, учитель ходит и помогает. Это когда у детей есть возможность посещать школу. Ту же самую идею можно перенести и в дистанционное обучение. Вот эти встречи в прямом эфире для того, чтобы задавать вопросы, разбирать сложные моменты. А домашняя работа самостоятельная на работу с простой информацией. Это гораздо более логично. Конечно, вам здесь придется приучить детей к тому, чтобы они выполняли эту работу, потому что если ребенок подключился, а учебник не прочитал, то ему будет очень сложно достичь тех результатов, которые вы планировали именно для вот этой очной встречи. Но постепенно дети привыкают. Здесь нет волшебной палочки, есть только наша рутинная, монотонная работа. Если ребенок что-то не делает, мы ему звоним и спрашиваем: я так волнуюсь, почему же ты не делаешь, как я могу помочь? Потом напомним это ему еще раз и так далее. Вопрос какой-то, да, у нас? Нет, это просто отключился микрофон. Ага, продолжайте, Павел, спасибо. Ну и дальше уже такие вот советы, которые мне очень помогли и помогают, и которые мы все к этому приходим через какое-то время, но если, может быть, кто-то типа меня это скажет раньше, может быть, вы раньше об этом подумаете. Мне кажется, очень важно всегда делиться, не обязательно в дистанционном обучении, в любом обучении, делиться с детьми своей логикой. Таким образом мы показываем, что дети нам партнеры, нам важно их мнение, и дети видят, что надо же, учитель не из настроения это сделал, а вот у него есть какая-то профессиональная, значит, здесь логика и какие-то профессиональные соображения. Мы сразу делимся с детьми. Я же говорю, вот у меня это уже второй кризис. Первый был закрытие моей школы из-за дипломатических конфликтов. Второй вот уже, значит, другая школа. Ну, она не закрылась навсегда, но, значит, из-за коронавируса. В обоих случаях я стараюсь рассказывать детям, что у них есть и возможности, что у вас появляются какие-то новые интересные возможности, и в первую неделю мы даже обсуждаем, что вы видите хорошего в этой ситуации. Мы их настраиваем на позитив, но при этом настраиваем на работу.
И многие дети вот нам тут сказали совсем недавно, вот я перечитывал их ответы, вот это моей нынешней школы детей, они пишут: ой, я могу сидеть и учиться в пижаме, а я могу, значит, просыпаться чуть позже и все равно выполняю все задания. То есть дети плюсы в этом видят. Объясняем им свои педагогические решения. Дети, я организовал эту работу вот таким вот образом, потому что, мне кажется, это будет более правильное расходование вашего времени, и моего в том числе. У нас есть какие-то опасения, давайте их обсуждать тоже с детьми. Дети, а я вот думаю, а если вы будете больше списывать, или там, может быть, не так негативно это представим, но скажем, что вот бывает такое не в нашем районе, но кое-где дети, значит, списывают. Как бы нам эту проблему решить? Ведь списать-то, конечно, можно, но знаний-то у вас конкретно не будет в результате. Дети сами скажут, что здесь можно, что нельзя. Это не значит, что они потом этому будут следовать, но лишний раз где-то у них мысль зависнет, что я же сказал, что это плохо, что же я это делаю. Опять же, волшебных палочек нет, есть инструменты, которые повышают вероятность желательного поведения и снижают вероятность нежелательного. Вот это один из них. Мы обсуждаем с детьми свою логику, делимся с ними свои опасения, четко заявляем границы дозволенного. Вы можете сказать, что вы можете не приходить на мои онлайн-уроки, но это не освобождает вас от необходимости вовремя сдавать задания, предположим. То есть то, что вам не важно, вы говорите, это мне не так важно, то, что вам важно, вы это заявляете и свято потом этому следуете. При этом, конечно, нам важно быть позитивным. Вот, как я уже сказал, у нас-то, конечно, такого не будет, но вот вы знаете, вот в соседнем районе, вот был такой случай, ребенок несколько раз списывал свои задания. И что же вы думаете? Он все равно провалил экзамен, ну или что-нибудь в этом духе. И когда мы устанавливаем границы, хорошо тоже делиться, а почему мы детей здесь ограничиваем. То есть вот мы говорим, вот это задание, дети, вы обязаны сдать прямо сегодня к вечеру. Ну хорошо бы хотя бы сказать, это наш каприз, или все-таки у нас здесь есть какая-то логика. Я вот тут заметил, что, значит, когда я даю им более длинные вот так называемые дедлайны, многие все равно начинают эту работу делать под конец. Это видно вот как раз в Google документах, вы заходите и видите там прямо время, когда ребенок начал выполнять эту работу. И я говорю, что вот я вам дал лишнее время, а вот так получилось, что вы все равно делали это все в последний момент. То есть это лишнее время не вылилось в более высокое качество. Или я заметил, что у нас постоянно накапливаются какие-то работы, потому что вы их не выполняете в срок, поэтому я решил попробовать ограничивать время более коротким. Вот сегодня это задание мы разбирали, сегодня же его и выполните. При этом оставьте детям какие-то лазейки. Скажите им, что если вы считаете, что вот если ты конкретно считаешь, что ты можешь управлять своим временем, напиши мне письмо или созвонись со мной, и мы обсудим, как мы можем для тебя этот план модифицировать. Очень всегда плохо наказывать хороших детей, которые у нас в каждом классе есть, за то, что плохие или там более ленивые что-то делают не так. Справедливость не значит унификация, не значит, справедливо не всегда значит все всем одинаково. Дети, которые привыкли работать самостоятельно и хорошо, не должны страдать от того, что кто-то из одноклассников это не умеет делать. Поэтому здесь все-таки лучше дифференцировать. Ну вот здесь какие-то соображения, я бы их пропустил. На слайде вы потом их можете посмотреть. На что тратить время именно, когда мы работаем онлайн, в реальном времени. Можно в том числе и проводить онлайн-классные часы, есть много других идей. Вот, ну, я это уже достаточно затронул. Хорошо. Когда нам нужно организовать взаимодействие детей, прелесть в том, что параллельно у них развивается очень много важных умений, плюс им обычно веселее и интереснее работать вместе, плюс это занимает какое-то учебное время, иногда нам позарез нужно дать детям какое-то задание, чтобы они там поработали друг с другом, а мы в это время дописали план там следующего урока. Ну, все мы бываем в такой ситуации. Все-таки надо подумать, если я хочу, чтобы дети работали вместе, какой дополнительный результат это дает. Не просто абстрактно, ну, они там будут общаться, значит, они прокачают, разовьют коммуникацию. Это далеко не всегда так. Мы сейчас в такой ситуации, когда наш временной бюджет становится еще более важным в принятии решений, потому что мы понимаем, что пока мы это все будем организовывать, пока к этому будут привыкать дети, кое-что упустится. Это нормально, но именно из-за этого мы должны еще более как бы жадно смотреть на учебное время. Вот если есть что-то, дополнительный результат, который дети получат от взаимодействия, то да, дадим им какое-нибудь задание, которое нужно выполнить вместе.
Самый простой вариант, и да, и ну, действительно не нужно это упускать, все-таки чувство того, что они вместе, это класс, это коллектив, это совместная работа, поддерживать нужно. Самый простой вариант в том же даже ВКонтакте или WhatsApp, нет, вот, да, в WhatsApp это тоже можно, в социальных сетях каких-то, даже можно попросить, разместите свое мнение по поводу прочитанного, а потом прочитайте мнение всех остальных и прокомментируйте как минимум одно или два. То есть здесь не нужно состыковывать детей в одно и то же время, но они будут работать с мыслями друг друга. И хотя бы какая-то здесь будет коммуникация. Обмен мнениями, например, в литературе очень важно, что там имел в виду автор. Или если мы анализируем данные, посмотреть на них там, в науке, посмотреть на них с разных сторон. Ну и так далее. Вы знаете, что таких ситуаций довольно много. Опять же, я уже упоминал документы с совместным доступом. Очень простой вариант совместной работы детей. Если они еще не привыкли к таким инструментам, то вот этого на первое время, с моей точки зрения, будет достаточно. Ну и еще таких пара мыслей напоследок. Нам не нужно действовать из жалости. То есть вот я видел, у меня вот коллега в первый мой кризис школьный, одна постоянно там делала им какие-то скидки, там не выполнили задание, ну ладно, я ему все равно зачту, но такое сложное время для всех, понимаешь, все в стрессе. И когда дети в итоге вернулись в класс с этими детьми, которых было жалко, значит, было больше всего проблем, потому что они просто уже разучились учиться, они привыкли получать дивиденды ни за что, их нужно было долгое время, полгода ушло на то, чтобы их вернуть вот в этот режим ответственности. Пока нам детей не за что жалеть, мы изо всех сил пытаемся их обучать, об этом думает государство, они находятся дома в любящих семьях, поэтому, в общем, ситуация не так плоха. Не нужно делать им никаких оценок автоматов, зачетов, скидок. Дети там вам сдали заведомо скопированные из интернета рефераты, вы сказали, ну ладно, хоть что-то сделал, молодец, притворюсь, что я этого не заметил. Этого делать не нужно. То есть от этого не выиграет ни ребенок в итоге, ни вы. Но при этом своим языком мы тоже ориентируем детей на результат. Вот когда вы научитесь вот этому, когда вы сможете решать эти уравнения, когда вы выполните вот это задание успешно, вы можете продвигаться дальше. То есть в меньшей степени на процесс, что делать, в большей степени на результат. Каждый раз, когда мы разговариваем с детьми. И нам очень тоже важно избегать, это наша классика, так и хочется иногда подмывает сказать, ну да, вот у нас, конечно, дети сейчас такая сложная ситуация, уж вы знаете, в классе бы нам было весело и хорошо, но раз уж сейчас нечего делать, прочитайте, пожалуйста, страницы 20, от 20 до 90, вот за эту неделю. То есть мы постоянно этим волей-неволей показываем детям, что, ну, вы учиться все равно хорошо не сможете в такой ситуации, я вас просто как-то занимаю. Ну и в итоге результат будет соответствующий. Этого нужно избегать всеми силами, нам нужно изо всех сил находить в этом всем позитив и его излучать на этих встречах, и чтобы он передавался детям. И в том числе все, что мы говорим, чтобы дети получали посыл. Мы учимся, мы сможем научиться, мы находимся в других условиях, но обучение продолжается. И у нас есть инструменты, и у нас есть возможности достичь тех самых образовательных результатов. И еще в нашей речи иногда проскальзывает такое, ой, я, конечно, все эти цифровые платформы вот я не знаю, там все это так сложно, так противно. Этим мы показываем, что мы-то, учителя, заставляем детей учиться, а сами не готовы учиться. И вот это дети, может быть, не анализируют это настолько сознательно, но они это всегда чувствуют. От меня-то ты хочешь, чтобы я там изучал твою биологию, которая мне неинтересна и не нужна, а сам не готов изучить там, как пользоваться парочкой инструментов. Это не значит, что мы должны изображать из себя экспертов, потому что, понятно, это тоже будет выглядеть смешно, когда там учитель осваивает какой-то новый инструмент, не знает, куда ткнуть, значит, мышкой, вот, но при этом, значит, показывает, что нет, у меня все окей. Нет ничего плохого, если мы попросим детей нам помочь. Прям, дети, вот у меня есть такая мысль, нам бы надо поработать вместе, подскажите, какой лучший инструмент. Найдите его сами, дети это быстрее найдут. Нет ничего плохого в том, что мы покажем, что я здесь еще не научился, но я хочу учиться, я научусь. И то же самое передается и детям. Да, нам всем сложно, это нормально, именно поэтому мы учимся. Но у нас, мы готовы учиться, у нас на это положительный настрой. Ну и еще одна вещь, которая тоже с этим связана. Нам нужно не забывать и про себя.
Вот, не знаю, как вот в Киргизстане, в России всегда, если уж кто-то и виноват в чем-то, это обычно учитель. Там, отчитайтесь, почему так получилось, почему в воскресенье дети гуляли не там, где нужно, почему вы среди них не провели воспитательную работу, срочно отчитайтесь, ну и прочее. Вот, это уже перенимают кое-какие родители, и чуть что виноват всегда, значит, учитель. Вот, тем более в ситуации кризиса, обстановка нервная, мы не знаем, что будет дальше, многие теряют работу или, по крайней мере, боятся, что они потеряют работу. Вот эта вся нервозность некоторых людей иногда заставляет выливать вот этот весь негатив на кого-то. И иногда под руку попадается учитель, и этот негатив в некоторых случаях переносится и на нас. Вот. Вы сами знаете своих родителей, подумайте, нужно ли им дублировать каждое сообщение, то есть вот всю свою переписку с детьми, все-все-все задания, потому что по моим наблюдениям у многих родителей формируется иммунитет. Они видят этот поток, например, электронных писем из школы, они их уже не читают, потому что их очень много. Я делал, когда это заметил, на следующий год я стал делать так, что один раз посылал родителям ссылку на вот это единое окно, у меня это была вот эта табличка, наподобие того, что я вам показывал, простой документ со ссылками на все остальные задания, там, с расписанием. То есть это самое важное, что нужно знать родителям. Когда я общался с родителями, я все время говорил, что если вам интересно, имейте в виду, что я прислал вам ссылку, вы помните, да, есть такой документ, где вы все увидите. И тогда нет необходимости дублировать каждое задание родителям, чтобы не вызывать у них раздражение. Разумеется, важную переписку с ребенком родителям есть смысл дублировать. Каждый раз, когда мы переписываемся, надо подумать, это ведь тоже письменная вещь, она остается навсегда, поэтому надо подумать, как мы себя представим с правильной стороны, и при этом какой посыл мы этим письмом несем. Там, Иванов, это задание было к позавчера, оно не сдано, тебе 2, возможности пересдать нет. Ну, да, здесь мы, наверное, будем правы, но это очень холодный тон, который еще больше усиливает дистанцию между нами и ребенком и негатив по отношению к нашим предметам. Поэтому даже с самыми отпетыми мошенниками я бы советовал выбирать вот такой тон дружеской обеспокоенности. Вот уже 3 дня, как от тебя нет заданий, что все ли хорошо у тебя в семье, как я тебе могу помочь. Вот. И такие вещи дублируем тоже родителям. Если возникают какие-то вопросы или претензии к вам, вы всегда можете показать, что вот я как мог старался, но, к сожалению, ребенок не вышел на связь, а дойти до него физически у меня не было времени или возможности. В том числе, когда вы разговариваете с родителем на какие-то важные темы относительно их детей, старайтесь фиксировать это письменно. То есть кто-то позвонил, вам сказал, ой, я ребенка забираю на дачу на неделю, вы знаете, у нас такая ситуация, мне ничего не остается. Вот. Вы вроде как договорились с родителями, что ребенок уезжает, и он потом это все нагонит, никаких свидетельств этому не осталось. Потом родители могут поверить, что этого и не было. Знаете, наше сознание очень хорошо отключает то, что нам не нужно. Родители реально могут это забыть или вытеснить. Вот. И на этой базе могут иногда возникать какие-то недопонимания или даже конфликты. Поэтому я вот взял себе за правило фиксировать эти договоренности письменно. Спасибо за ваш звонок. Как мы с вами договорились, ваш ребенок уезжает на неделю на дачу, у него с собой учебник, и мы договорились, что все необходимые задания он выполнит в такой-то срок. Или мы договорились, что вы сами выбираете задание, но по возвращении в течение 3 дней ребенок выполнит какую-то проверочную работу или тест. То есть вот эти вещи фиксируются, в случае чего у нас есть свидетельство и подтверждение. Ну и понятно, что нам не нужно и ждать, когда проблема назреет. Если мы видим, что что-то уже назревает, надо реагировать сразу. Если мы видим, что у нас есть дети, которые всегда откладывают что-то в долгий ящик, надо подумать, как с ними поработать сразу. Как аккуратно высказать свое опасение, как аккуратно привлечь родителей к тому, чтобы вот эта проблема не успела вырасти в большую гору. Все равно разгребать ее придется в итоге нам, учителям. Ну, спасибо вам большое. Я нарушил то самое правило, о котором говорил. Не надо вещать больше 20 минут. Спасибо вам за участие. Я надеюсь, что что-то из того, что я рассказал, чем поделился, было вам полезно. Я не знаю, сколько у нас осталось времени. При желании, если у вас есть такое желание, мы можем здесь еще в эфире остаться, и я готов ответить на конкретные вопросы.
Павел, спасибо огромное. Тут был вопрос по поводу того, каким образом вы используете социальные медиа, и используете ли в обучении. Это вот в чате, но оно где-то, видимо, может быть, затерялось. Я хотела, чтобы этот вопрос не пропал. Да, спасибо. Я бы советовал использовать социальные медиа, ну вот в случае, если у вас нет других инструментов. Дело в том, что социальные медиа все-таки показывают в том числе нашу частную жизнь. Если, и, например, в обоих школах международных, где я работал, нам категорически запрещалось пользоваться социальными медиа, но понимая при этом, что у школы есть другие каналы, есть официальная рабочая электронная почта, есть электронный дневник. Если у вас такого нет, и социальные медиа — это фактически единственный способ коммуникации, я бы советовал как минимум завести отдельный, как это называется-то, аккаунт, отдельную страничку, где вы как учитель, вы позиционируете себя как учитель, не с вашей частной жизнью, там фотографии, как я кучу картошку на даче, там, или там, а вот я в отпуске на пляже, да, у нас над этим часто смеются ученики. Вот, то есть наша частная жизнь находится на одной странице, наша профессиональная жизнь, взаимодействие с детьми находится на другой. И кроме того, еще возникает проблема, когда, например, ко мне дети добавляются в друзья, я им все время говорю, я, конечно, вас люблю и с удовольствием вас добавлю, но имейте в виду, что я, например, как учитель не смогу смотреть спокойно на то, как вы ругаетесь матом на этой странице, то есть имейте в виду, хотите ли вы учителя в своих друзьях. В принципе, детям тоже можно предложить создать свою ученическую страницу, чтобы, ну, там, под отдельным именем или как-то еще, чтобы они себя чувствовали комфортно, там, вся их эта жизнь, о которой нам не надо знать, пусть она будет где-то там. Вот, по поводу социальных медиа у меня такие соображения. Спасибо Можно большое. вопрос? Да, какую платформу для проведения тестов вы используете? Какая более простая и удобна в использовании? Ну, с тестами, вы понимаете, ситуация такая, что нам очень важно, чтобы дети выполняли их самостоятельно, и имеется в виду, не копировали что-то из интернета или не делали это, там сзади стоит бабушка и говорит, что выбирать. Поэтому проблема даже обычно не только в том, какую использовать платформу, а как убедиться, что дети выполнили работу самостоятельно и продемонстрировали, что они овладели теми знаниями и умениями, которые вот мы хотим протестировать. Мы используем по работе в Сбербанке в нашу платформу встроен генератор, не генератор тестов, а возможность создать тестовые задания. Есть простой инструмент, опять же, в Google, Google Forms называется, кажется, Google формы или Google как-то так. В общем, Google опросы, по-английски Google Forms. И там можно создавать типичные такие тестовые вопросы, по-моему, да или нет, выбор из 4, впишите короткий ответ. Вот. Вопрос, да, там будет автопроверка или какое-то резюме вы можете задать. Проблема больше в том, как убедиться, что дети это сделали самостоятельно. На эту тему мы выпускаем целую памятку у себя, и я вам просто ее пришлю. Вот. Но я, на самом деле, стараюсь дать детям сейчас уйти от тестов классических, там, какое из перечисленных растений относится к семейству бобовых. А, картошка, Б, там, помидор, В, горох. Давать им задания, где волей-неволей они должны будут подумать, и задания эти сделать так, чтобы их нельзя было нагуглить. То есть какой-то придумать местный контекст, привязать это, например, к какому-то конкретному видео, и можно детей попросить, чтобы они это сделали в прямом эфире онлайн. Вот сейчас я здесь, дети, вы отключитесь, меня не слушайте, работайте над этим вопросом в Google документах. Там видно, что ребенок это пишет с большей степенью самостоятельности, ну и ограничение по времени, по крайней мере, сократит вероятность, что ребенок там позвонит другу там, или позовет бабушку. Это не снижает эту вероятность до нуля, но все-таки делает это менее вероятным. Я бы советовал, на самом деле, вместо тестов больше каких-то сложных заданий, где ребенок должен показать, что он овладел умением. Но если мы учим правильно писать, понятно, не даем теста, какую здесь нужно приставку А, Б, В, Г, а напиши мне какой-то текст. И напиши мне такой текст, который ты в интернете не найдешь. Например, природа моей родной там деревни или моего района, там, вот, Купчино, где я живу, в марте месяце. Что ты можешь про это написать? Такое, скорее всего, ребенку сложно будет нагуглить.
Ну, надеюсь, Спасибо я большое. ответил. Да, спасибо большое. Но вот вроде пока не поступило больше вопросов, и Zoom дал нам больше времени, чем полагается. Я думаю, что он тоже проникся к той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Вот. Павел, огромное спасибо. Да. Павел, я вам в чате написала письмо, вы, видать, не читали. Я сейчас хочу озвучить, да, как организовать учебный процесс тех дисциплин, практические занятия которых связаны с оборудованием, с пробирками, установками и так далее. Нам придется сильнее удлинить, но в то же время у нас в Кыргызстане есть приказ министерства о том, что продления учебного процесса не будет, да, и таким образом сейчас накапливается количество практических занятий, где надо будет, мы не знаем, как быть в этом случае. Что вы предложите? Ну, если это университет, тут, наверное, все будет сложнее, вот. Но в целом, вот какие у меня есть соображения на тему вот этих экспериментальных, лабораторных и практических работ. Мы их делаем, ну, условно, наверное, вот с 4 разными целями, ну, похожими между собой. Одна, мы выполняем практическую работу для того, чтобы освоить какой-то процесс или использование какого-то оборудования. Например, там работа с микроскопом. Целью является не какое-то открытие, не сбор данных, там кожицу лука мы смотрим, да, в средней школе. Ребенок должен научиться пользоваться микроскопом. Понятно, что в онлайн нам это не перевести. Есть виртуальные тренажеры, но, как правило, они стоят денег. То есть вот я вот пытался найти виртуальные ресурсы для практических работ, вот этой виртуальной лабораторной работы, они все платные, естественно, их сложно создать, и потом создатели хотят за это, ну, они это продают. Вот. Надо, ну, здесь придется это отложить на то время, когда у детей будет доступ в лабораторию у студентов, просто перегруппировать какие-то свои темы. Или, если мы понимаем, что, ну, в принципе, мы говорим, что детям нужно научиться пользоваться микроскопом, но, например, на экзамене они не будут пользоваться микроскопом, им просто скажут, как называется эта часть. Эта часть называется предметный столик. Ну, как проверяется, так и обучается. То есть дети прочитайте, дети посмотрите видео, дети ответьте на вопросы. Понятно, это не одно и то же, но как минимум дети ознакомятся с процедурой. Вторая причина, когда мы делаем практические работы, это убедиться в том, что вот явление, о котором мы говорили на лекции, оно действительно имеет место. Червячок уползает в темноту, кристаллик растет, что там у нас еще бывает, реакция происходит действительно, там катализатор действительно ускоряет реакцию. В принципе, нам просто важно показать, что, смотрите, я вас не обманывал, это все так и есть на самом деле. Здесь нам ничего не остается, как просто показать видеозапись этого явления. Если нет возможности, естественно, мало что дети могут сделать дома, но вырастить кристалл соли они могут дома. Ну, хоть что-то, да, прорастить горох тоже смогут. То есть какие-то явления они сделать смогут дома, какие-то нам просто придется показать видеозапись, но каждый раз, когда мы просим их смотреть видео, очень важно сразу дать им какое-то задание, что нужно с этой информацией сделать. Иначе они это поставят фоном, будут заниматься чем угодно в это время, видео они посмотрят, то есть ваше задание они действительно выполнят, но что оценится в голове, непонятно. Поэтому тут же нужно дать им 3 каких-то каверзных вопроса. Один, например, очень простой, где ответ прямо в тексте, вот человек говорит ответ на этот вопрос. Второй, где ответ тоже в тексте видео, но он немножко завуалирован. А третий, который уже более сложный, направлен на понимание этого явления, установление связей. То есть вот вторая причина, вот эти практические работы с целью убедиться, что явление имеет место, ну, посмотрим какие-то видео. Еще 2 причины, по которым мы делаем практические работы, это такие. Мы просим детей собрать, это более уже сложные лаборатории, например, в российской программе их гораздо меньше. То есть наши лабораторные направлены больше на воспитание лаборантов, чем на воспитание исследователей. Но все-таки бывают какие-то практические лабораторные, где детям нужно собрать данные какие-то исследовательские и их обработать. Здесь, если целью этой практической работы является работа с данными исследовательскими, мы можем дать так называемую сухую лабораторную работу. То есть записано, каким методом они были собраны, если есть отсылка к видео. Исследователь делал то-то, то-то и то-то. Он получил данные, представленные в таблице. И дальше мы просим ребенка проанализировать эти данные. Построй график и сделай выводы. Здесь, если принципиально для нас было, ребенок учится работать с данными, мы не так много и теряем. Конечно, это не так весело, что дети собирают эти данные как бы не сами, а уже получают готовыми, но если наша цель — умение анализировать, обрабатывать данные,
потери нет практически никакой. Ну и четвертый, наверное, случай, когда мы даем практические работы, это ребенок становится в позицию исследователя, он планирует какой-то эксперимент или исследование, ну, по нашей теме, и он не только обрабатывает данные, он планирует, как их грамотно собрать, как стандартизировать, как управлять переменными, как контролировать прочие условия, как эти данные зафиксировать, как представить. То есть здесь это вот самый такой вот классический и красивый случай, зачем мы даем практические исследовательские работы. Действительно, по нашему предмету у них нет дома оборудования, вероятнее всего, но как минимум мы можем в этой ситуации дать им, ну, хоть что-то, хоть какую-то исследовательскую работу, соответствующую их уровню, да, там, классу, или если это уже студенты, чтобы они хоть что-то самостоятельно спланировали и исследовали. И если на это посмотреть творчески, в принципе, дома тоже есть что исследовать. Как будет прорастать горох в условиях засоления почвы? Здесь я положил 1 грамм на килограмм почвы, здесь 2 грамма и так далее. Как будут реагировать мои родственники на какие-то внешние раздражители. Конечно, там, если это химия, кое-какая физика, нам сложно с каждой из тем. Но, опять же, попробуем предложить им провести хоть какое-то полноценное исследование, и эти умения, они не пропадут даром. То есть вот умение... Говорит, сделай любую ерунду, сравни там бабушку с дедушкой. Ты должен сделать соответствующую выборку, ну, то есть сообразно возрасту. Это должно быть по всем правилам выполнено исследование, просто на ту тему и с тем материалом, который можно выполнить дома. Но исследовательские умения, они потом, они переносимы и на любую другую сферу. Это время тоже не пройдет даром. Простите за длинный ответ, но это такой сложный очень вопрос был. Алимова Эльмира, Академия управления при президенте. Вы не могли бы пояснить, как вот с Google Meet работать? Он устроен так же, как и Zoom, или по-другому как-то? Да, он очень похож. Он очень похож. То есть, когда вы заходите в Google, вы знаете, да, у вас там вот такие вот 9 точечек в квадратик соединены. Это инструменты Google. И один из них есть Google Meet. Если у вас эти регулярные встречи, вы можете назначать его через Google Календарь. Это тоже очень удобно. Вот мы с детьми работаем через Google Календарь. Там вы создаете событие. Вы можете создать вот это событие через Google Meet. Через электронные, вводите туда электронные почты участников этого события, ну, свой класс, например, или это у вас семинар, там, семинара. И дальше очень удобно, вы можете его дублировать. То есть вот у вас это событие появляется, например, у меня по вторникам и четвергам уроки с 9:25 до 10:20. Я один раз создал этот урок, ввел туда имейлы детей, и потом там есть функция дублировать, и он просто вы дублируете на другой календарный день. Он переносит все тех же участников, все то же самое время, только на следующий день. Ну, но это все вы можете редактировать. Если он перенес участников, а вам не нужно время, вы изменили там время. Это довольно-таки удобно. И автоматически им на e-mail приходит приглашение на эту конкретную встречу в Google Meet. Вот. Я это все тоже еще только осваиваю, я далеко не специалист здесь. Но просто я избалован, я всегда это детям отдавал. Дети, я знаю, вот что мне нужно, но я не знаю как. Помогите мне, пожалуйста. Вот. Они за нас работают. И потом вот такой же чат будет, да, как сейчас в Zoom у нас, да? Так же мы будем практически все то же самое. Ну, может, интерфейс немножко другой, но вы видите лицо, вы видите лица детей, вы можете управлять доступом, можете отключать им микрофон, вы можете показывать свой экран, то есть все, что нужно. В смысле, они там тоже могут слайды, да, смотреть, видеть наши, да? Да, Я да, могу да. там слайды показывать, там вордовский текст могу показать. И также Всё, вы звук можете- будет, да? Да, я еще практикую, просто им присылаю ссылку, параллельно они заходят в мой Google документ, вот то, что я вам показал, с расписанием и с планом урока, да, и я им говорю, а сейчас отключите себе звук, оставайтесь на линии и посмотрите видео по этой ссылке. И дети в это время смотрят что-то, кто-то возвращается в класс фактически. Ну, то есть это вот аналог того, что у вас есть класс, вы отправляете в это время, так, дети, идите в кинозал, или там идите куда-то, когда вы там закончите работу, возвращайтесь. И вы видите, что ребенок вернулся, в это время вы можете с ним быстренько поговорить, пока другие еще не вернулись. То есть это, в общем, такое создает имитацию вашего присутствия в обычном классе. Тоже Спасибо. количество людей не ограничивается, да? Вот этого я, к сожалению, не знаю, но у нас же классы, ну, там, 30 человек, может быть, 40, да, иногда. В общем-то, скорее всего, там хватает этого. Там, может И быть, тоже время. ограниченное время, я, честно говоря, не знаю вот это, потому что мне просто школа сказала,
что вот пользуемся вот этим инструментом, вот я им пользуюсь. А в следующий раз вы можете организовать встречу в Google Meet? Google Meet, и я попробую выяснить, если он пускает людей, поскольку это школьный Google, если он пускает людей со стороны. Там еще возникают сложности, они уже возникли в США. Сейчас я слышу, что начали появляться и в России. То есть Zoom, вы сами понимаете, вы заходите по коду, да? И вот если, например, дети делятся этим кодом, или если вы, предположим, в ВКонтакте у себя в социальных сетях размещаете код, дети, у меня будет урок, вот заходите в Zoom по этому коду. Если какие-то посторонние люди это увидели и захотят вам испортить урок, они это могут сделать. Таких, к счастью, мало, но вот попадаются. Были даже нехорошие случаи, какие-то там эти, господи, эксгибиционисты там куда-то заходили. Да, в общем, с этим надо быть аккуратнее. Поэтому, если вы организуете уроки в Zoom, очень четко говорите детям, что это их личная ссылка, и распространять они не имеют права. И не отправляйте ее по электронной почте, не размещайте ее в социальных сетях. Вы, конечно, можете выключить человека, вы видите, что кто-то присоединился, и вы его не знаете, но иногда бывает, что реакция не срабатывает вовремя. Но я экстремальный случай привожу, но в целом дети просто могут другим одноклассникам или там приятелям давать, которых вы не знаете. Они просто будут баловаться, заходить, включать музыку и так далее. Вот. Ну, это если... Извините. Канал в Zoom, вот есть сообщение от Виктора, какие-то ограничения там, видимо, есть. Еще какие-то есть вопросы? У меня такой вопрос, а вот устный опрос, он что, все погиб? Если можно, я добавлю по поводу канала. Вообще устного опроса не стоит делать, да, через в дистанционной форме? Ну, если вам это принципиально, конечно, вы можете, но тут я за что не очень люблю устные опросы вообще, это за то, что мы, конечно, вот, допустим, у нас 20 детей или 30, да, вот вы опрашиваете одного ребенка, чем занимаются все остальные. Мы себя успокаиваем тем, что все остальные сидят, внимательно слушают, критически анализируют то, что говорит, значит, этот ребенок, делают себе заметки, выискивают там сильные и слабые стороны, но мы прекрасно знаем, что в это время дети отключают свои мозги и такие, фу, слава богу, не меня, пронесло, пусть он там отдувается. И в это время вот ребенок один у вас активно работает, которого вы опрашиваете, остальные вовлечены минимально. Поэтому, конечно, вот в своей вот этой модели персонализированного образования мы рекомендуем минимизировать такие формы просто из-за их малой эффективности. Если это, например, там «расскажи стихотворение», ну вот как раз вы можете попросить ребенка это стихотворение на WhatsApp вам записать голосом, вам и скинуть, и вы там будете чистить картошку и в это время слушать ответы детей. Это очень удобно. Ну или на иностранном языке то же самое. Там действительно вам важно, что ребенок именно как-то говорит с каким-то произношением. Вот. У нас, кстати, тут в одной школе родители поделились, учительница запретила ребенку рассказывать стихотворение на WhatsApp, потому что вдруг в это время ей подсказывает бабушка. Я так и представляю, как бабушка держит огромные плакаты, значит, с текстом стихотворения, а девочка читает как диктор на телевидении. То есть отталкиваемся от цели, что мы хотим получить. Ну, в принципе, в Zoom тоже устный опрос можно провести, если, например, небольшая группа, можно в группе, либо по графику, по 2-3 человека в Zoom пригласили, и можно узнать, насколько это студент освоил пройденные лекции или уроки, да? Ну, в общем, да. Ну, или вы можете попросить их что-то письменно. Если надоест все время писать, действительно, можно периодически дать им возможность поговорить. Скажите, а вот экзамены можно, да, вот онлайн организовывать, да? Или в какой форме экзамен делать? Можно, но это все, ну, вот, например, в США, значит, поскольку я долгое время был завязан на американскую систему, там вот этот сложный экзамен, который очень жестко контролируется, в этом году разрешили делать дома, впервые, наверное, в истории. Вот. Но там очень жесткие требования, и они будут выполняться, что как только возникнет подозрение, что, значит, было хоть малейший намек на списывание, у ребенка без всякой жалости результаты будут аннулированы. То есть ставки очень высоки, и дети стараются не рисковать. И то же самое учителя, там, вскрыть этот конверт, подучить своих детей, это все, в общем, довольно быстро вычисляется, там искусственный интеллект на это работает, там анализ данных.
Вот. В нашем случае мы должны понимать, что у нас культура, ну, в этом смысле ниже, и к списыванию, ну, по крайней мере, в России относится гораздо более толерантно. У нас даже есть в науке норма плагиата, представляете, в научной статье. То есть там 20% списанного официально считается нормальным. Что же говорить о детях? Поэтому вам нужно просто понять, как вы это минимизируете. В прямом эфире с включенной камерой, вы хотя бы знаете, что там бабушка сзади не стоит, и в ограниченное время. Опять же, ребенок в это время может что-то гуглить, но придется сделать такие вопросы, которые очень сложно нагуглить, или, по крайней мере, сложно нагуглить быстро. То есть эти вопросы, которые заставляют ребенка, он понимает, что нет, все равно проще криво-косвенно самому, чем сидеть и бесконечно искать ответ. Или вы сразу увидите, что ответ списан. Вот я недавно давал детям задание посмотреть видео, как Дарвин экспериментировал с венериной мухоловкой. Знаете, растение, которое мух-то, значит, ест. Вот. И он очень интересно проводил эксперимент. Он думал, что у нее есть нервная система и мышцы. И таким образом она является вот как бы общим предком или свидетельством того, что у животных и растений были общие предки. Вот, сейчас мы понимаем, что они были, но венерина мухоловка тому не доказательство. Он пытался эфиром, значит, заглушить нерв и мышцу, как это у нас происходит, и таким образом доказать, что там тоже есть и нерв, и мышца. И вот было про это, значит, очень хорошее видео. И детям я задал вопрос. Первый, какова была гипотеза Дарвина? В принципе, там человек, который этот эксперимент показывает, он говорит, Дарвин проверял гипотезу об общности происхождения т.т.т. 4 ребенка из 25 мне написало, просто скопировало. У Дарвина была теория, что, значит, все виды являются результатом эволюции. То есть просто вот откуда-то кто-то нагуглил теорию Дарвина, и это первое, что возникло, или там гипотеза. Это сразу видно. То есть, да, конечно, можно давать экзамен онлайн, но вам нужно решить, как минимизировать, как повысить самостоятельность. Тут надо придумать какие-то интересные задания, вот, но с другой стороны, это потом с вами будет в вашем банке заданий, это не то, что какая-то вынужденная мера, вот вы сейчас это вынуждены сделать, и потом это исчезнет. Это будет с вами в вашем инструментарии еще не раз пригодится. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Павел, спасибо большое. Я думаю, что от имени экологического движения «Биом» и от имени всех наших участников, которых сегодня было больше 100, я хотела выразить благодарность вам и Наталье за вот эту возможность увидеть, услышать, понять, может быть, какие-то новые методики и как организовать систему дистантного образования. Спасибо, мы с вами на связи, дорогие друзья. Да, еще раз хотела... Спасибо. Да, я только хотела еще раз привлечь внимание наших дорогих участников. Дело в том, что все материалы, которыми любезно поделился с нами Павел, это и его презентация, и сегодняшняя запись сегодняшнего вебинара, она будет доступна как на сайте экологического движения «Биом», так и на нашей страничке в Фейсбуке. Я вывесила эту информацию в нашем общем чате. Вот, спасибо большое еще раз, Павел. Берегите себя. Рад был полезным. Да, берегите себя, дорогие друзья. Да, спасибо, все, до новых встреч. Будьте здоровы и до встречи в эфире или в вашем прекрасном Киргизстане. Спасибо большое. вам, Павел. До свидания. До свидания. Спасибо, друзья. До свидания. До свидания, не болейте.